Бойкот поправок в Ингушетии – неприятная новость для Калиматова, считает эксперт Андрей Сиренко. Несмотря на антипутинскую риторику ингушской оппозиции, реальный протест направлен против региональной власти, и его жертвой может стать Махмуд Али Калиматов, отмечает политолог Андрей Сиренко. Если несогласные сорвут голосование по Конституции, глава Ингушетии лишится поста, уверен эксперт. Ингушетия небольшая, и тейпы представляют серьезную силу. Но пока сложно оценить масштаб протеста, потому что официальных заявлений от лидеров тейпов нет, есть только заявления, которые озвучили ряд активистов и СМИ. 7 тейпов — это десятки тысяч человек, но большинство все-таки поддерживают конституционную реформу. Бойкот, безусловно, неприятная новость для Калиматова, которому нужно дать Москве определенные показатели по легитимности и по явке. Даже с антипутинской риторикой понятно, что реальный протест идет в сторону региональной власти, и его жертвой станет не Путин и не Кремль. Если количество несогласных будет существенным и они сорвут голосование, глава Ингушетии может лишиться поста. С точки зрения оппозиции, на мой взгляд, это неплохая политическая комбинация. С одной стороны, давление на Калиматова, с другой приглашение, если не к танцу, то к диалогу для Фицентра. Протестуют те же тейпы, которые и раньше. Они используют яркую федеральную повестку для решения локальных задач. Ни в каком другом регионе оппозиционеры этого сделать не смогли, была попытка в Калмыкии, она провалилась. Силовой ответ оппозиции будет, если только они выведут своих людей на улицы. Но думаю, лидеры тейпов понимают определенную тупиковость ситуации, чем больше они давят на Москву, тем меньше позитивного отклика получат. Кремль никогда не будет вести диалог с позиции силы своего оппонента, только с позиции своей силы. Поэтому Фицентр на приглашение к диалогу не пойдет, а это значит, что политической прокладки данного конфликта региональной власти будет плохо при любом раскладе. Федеральные кураторы, вероятно, надеются, что протест выдохнется. Но это вряд ли. Ингуши народ активный, энергичный и умный, они не отступятся. Поэтому нужен компромисс, но найти его будет сложно.